друзья, начинается 10 глава моего видеодневника. И в начале этой главы я хочу вас познакомить вот с этой вот. Кто это? Кто это? Это Вероника Кузнецова. Кто это? Замечательная певица. Это я. Да, не только певица, вообще такая позитивная девушка. Как вот дела? Паучок лежит. Да. Мы находимся на борту судна, которое называется... как назовем судно? Рахимбай. Рахимбай. Почему Рахимбай? Не знаю, может потому, что он сейчас снимает нас. И говорят же то, что когда девушка на борту, это к беде. И вот Сами вы к беде. Да, поэтому мы с Ильшатом решили вот нарядиться в такие штуки, чтобы не утонуть, если что. А я свой сняла. Да. Вероника, как дела, как жизнь? Вообще все отлично. Тут-тут-фу. Как Турция? В Турции было очень круто. А ты не хочешь меня поздравить с чем-нибудь? Я тебя хочу поздравить с юбилейной 10 главой видеодневника. Да, и, кстати, друзья, я хочу вам рассказать о том, что это ведь завершающая глава. Серьезно? Да, потому что повесть из 10 глав заканчивается. Я юбилейная? Да, ты юбилейная такая получилась. Как монеточка 10-я. Да, да. И, ну, там еще дальше у меня новые проекты, новые интересные идеи возникли, и я буду их воплощать в идею. Ой, то есть воплощать в жизнь. Вот так. Вероника, да. Я пользуюсь случаем вот таким... Хорошо. Меня комарики искусали. Я пользуюсь случаем, хочу задать, как всегда уж, как обычно, и как это у меня получается иногда, задать тебе вопрос, вот мы в таком вот месте, интересно, да, сейчас с тобой плывем. Вопрос в студию, точнее, в озеро. Расскажи-ка мне, вот ходят ведь слухи, Вероника, по тебя, то, что у тебя появился 50-летний бойфренд, который мацает тебя за силиконовую грудь. Расскажи-ка нам, которая часть этого слуха правда? Часть слуха, наверное, что у меня силиконовая грудь. Силиконовая грудь, а то есть 50-летний это неправда. Нет. Ему 52. Ему 46. 46. Отлично, замечательно, хорошо. Мы это учтем. Нет, на самом деле, да, я не исключаю, что у меня появился молодой человек, но ему совсем не 50 и не 46. Он примерно мой ровесник, поэтому... В смысле, у тебя в натуре силикон? Ну да. Да? Да. Серьезно? В натуре? Да, ну только это вырежешь, ладно? Вот мы наконец-то отчалили с того самого места, где чуть не потерпели крушение, и я хочу, друзья, вам сказать... Мы, по-моему, недалеко отчалили. Ну, ладно. Ну, я хочу вам, друзья, сказать одну вещь. Вот что бы с вами ни происходило, не парьтесь. Конечно. Да. Все, думаю, все к лучшему, все, что не делается. Не знаю, у меня есть такой девиз в жизни, наверное, можно так назвать. Все, что не делается, все к лучшему. Действительно так. И каждая ваша мечта, каждая идея, каждая мысль, она реализуема. То есть стоит только об этом подумать. Прикольно. Но только не нужно сидеть и думать, и ничего не делать. Нужно идти к этому, просто нужно не останавливаться там у себя внутри, не нужно строить себе барьеры. Нужно идти вперед, несмотря ни на что, несмотря на все трудности, и верить в то, что у тебя все будет хорошо. Прикольно. Yeah! Да, и сейчас мы начнем 10 главу. Наверное, всем интересно, что там будет. А она, знаете, в таком формате, ну, вроде, сказки? Да, вроде сказки. В общем, я рассказываю там за кадром. Ну, думаю, будет интересно. Давай посмотрим, взглянем, что там. Я очень уже хочу. Все, давай посмотрим. Понимаю? Вот Да, мы идем, и ты попадешь. да, и ты попадаешь уже в видеодневник. Но это такой видеодневник, в котором не используется чья-то чужая, Иисус любит тебя. чья-то чужая музыка, имеется в виду, там музыка моих друзей полностью. И, в общем, такой своеобразный проект. Вот это Риф, кстати, фотограф, интересно очень, потому что я видел его фотографии, вот он фотографировал Малику, и мне понравились, кстати.
Спасибо Динаре и Зарине за наряды, которые мы хотим использовать в фотосессии. Я и Малика решили устроить такую, может быть, даже не совсем стандартную фотосессию. Не знаю, что из этого получится. Малика пока уехала в Москву. Когда вернется, мы окончательно решим, что будем делать дальше. Время покажет. Салям вас. Привет. Нишихалар, по барасу. Шап, бүгін Желтый кофта Маяковский ресторанында, кафесында Фархат біздің достарыбыз, біздің инвесторларыбыз ұйыштырған концертқа кіріп қарап шығырға біраз мына көңіл ашырға есепті. Әйдә, сен әзірме? Әйдә, киттік біз бұл. Баянда, ушыгыздар езеттер. Где Баян? Не слышно его? Где? Шихалар, Байбулат. Білесізме, ой, мына шушы сценарий материаллашқаш ол бүтінней екінші екен. Ол бүтінней. Байбулат, бұл сіздің үшін бірінші тәжірибе бе, дейме? Шондай шоу әзірлеу. Ярар, рахмет. Дұрысын әйткенде ауыр көбік түйіладыр деймін. Сізге уңышлар. Рахмет. Тағында көбірек шуны қызық шоулар жасағыз, әзірләгіз. Байбулат и Ислам, интернет-герои, да и просто герои, сотворили небольшое шоу, в котором собрали разного рода номера. Тут были и шутки, юмор, видео-презентации, конкурсы, артисты, такие как, например, Мубай, команда Иттифак. Мне понравилось. Очень атмосферно получилось. Публика тоже достаточно интересная пришла. Собрались творческие и деятельные ребята. Да и без родственников не обошлось. Я поздравляю с днем рождения их проект. Молодцы. Hürmetli dostlar, iптәшләр, biz şoulada Illüzyon degan kinotеатрны önümündə konkurs kinofestival Бабутина. Oyasa batağa klюв деп атала, klюв. Там хәзер тиздән без караячакбыз, буда бәлки Гөлназ Батталованың Томан Сыман клибына күрсәтәчәкләр һәм нәрсә бу бетәр белмим, ярар пока. У меня такие же очки. В итоге наша работа тоже была представлена, и мечта сбылась. Я, Ильшат и Гульназ увидели наш клип «Томан Сыман» на большом экране. Это было очень круто, друзья. Спасибо журналу «Выбирай», который подарил нам спецприз. Это и диплом. Награждается клип «Томан Сыман». Да, круто. Ильшат Рахимов. Да, словно туман, Томан Сыман. Так. И... Та-дам! Дальше такую... Вино. Но я еще раз скажу то, что в этом фестивале участвовала наша работа «Томан Сыман», в которой снялась Гульназ Батталова и спела песню. На песню был снят клип. Мы в Челнах, вот достопримечательность этого города Тюбетейка, так называемая. И, ну, в общем, мы победили вино. Супер. Пошли найдем Ильшата. Да, пошли найдем Ильшата. А еще в Казани прошел татарский КВН, финал игры 2012 года среди школьников. Было достаточно любопытно понаблюдать за этим действием. Организаторы, участники и все, кто в этом как-то замешан, большие молодцы. Здесь же я встретил снова своих друзей Фархада и Фархата. Сәлем дуслар, біз бүгін ШТК ойынында, бүгін 18 май, жұмға күн, балалар, мәктеп балалары КВН ойнайлар ШТК. Һәм сен жюрида бугаймы бүген? Бүгін жюрида Бишле. қойырға деп үмітләнәм, ләкин шамасы іште қойырға. Ашылай бұса, сау. Я, конечно же, болел за челнинскую команду.
И вообще, я был приятно удивлен энергией и очень теплым приемом зрителей, КВНщиков. Вы можете убедиться в этом сами. Yaxshi. Tilagan ish ishlandi. Bolalar Qozonga kelib bu tuzovkani ko'rdilar. KVNning tuzovkasini. Men Bekshot. O'taga o'yinda ataga jingni o'ynay tugul, главное, bunda kelib bolalarning Qozon bilan birga o'ynovlari ham kelajakka umidlar uyanadi. Ular men o'ylim qarindoqlar hazırlanib jinglarga deb kelajaklar. Durust. O'yin o'shada tege bor endi talantli bolalar bor. Butunisi talantli. No, bor mana baribir mana Bulatni belgilab ketdim men. U Alishqa muzikal maktabga yeri. U aybir ko'rinib turadi endi. Bulay aytarim, baribir mana tatarlik men narsaga bugungi kunda burchilam. Baribir yoshlar ko'proq urusqa tortiladi. Tatarlar, "O, это же колхозники" deydilar. Bular men ko'rdim. Zamancha motor yumorlardan kelib chiqdi. Televizionni unutmasam, umuman yumoristlarda aytib ketdim men ikkinchi kameraga sizlarga yumoristlar bular tatar san'atida. Tatarning yumori yo'q deydilar bit. Mana isbotlaymiz deb bugun da aytdilar. Shunqa o'z tilagim yaxshigina tirishsinlar yigitlar, qizlar barda yaxshi. Rahmat sana. Salam Ilfar. Salam. Nishik xallar sening? Begaybat. Men bugun Tataristonning Bug'or FM radiosida ham bunda Ilfar ismli kishi ishlab o'tadi. Mening mening bitimda o'tiradi shuni ishlar. Nasa topdim onda. Kundaliklar qaraga bo'ldi. Kelajak kundaligimda senda bo'lsin endi. Yara, давай, пока. А еще прошедшая неделя примечательна тем, что мне довелось дать 2 интервью на радио. Одно в Болгар радиосе вместе с Гульназ Батталовой, а второе диджею Айвазу вместе с Айнуром Шараповым. У нас получилось достаточно интересное общение. Записи можете послушать в интернете. Olmaz. Продюсер деген һөнәр әйбет. Менә шушы вазифа ул әле безнең яңа дип әйтим, татар дөньясында, татарның эстрадасында дип әйтимсең, сәнгатендә. Менә продюсер нинди булырга тиеш, нинди булмаска тиеш ул. Продюсер иң беренче чиратта үзенең җырчыларын кем белән эшләгән барысында хөрмәт итәргә һәм шуңа гашыйк булырга тиеш шул эшенә. Чөнки шуңа гына минем уйлавымча килеп чыгачак барысы да. Еще хочу рассказать про приятную новость. Женился наш друг и товарищ Ильгиз Шайхразиев на очаровательной Гулине. И теперь Шайхразиевых стало больше на одного человека. Надеюсь, что их в дальнейшем будет еще больше. Свадьба без единой капли алкоголя прошла супер замечательно. Было очень весело. В течение всей свадьбы выступал татарский фольклорный ансамбль «Сырной». И они поддерживали эту атмосферу. А Ильгиз к концу вечера исполнил свою песню, посвященную Гулине.